Не секрет, наш телеканал вещает на 2 языках. Билингвальный формат – это значит 2 раза больше ответственности. Снимает программы, редактирует, переводит у нас на крымско-татарском. Уникально. Красивый и, самое главное, правильный текст на родном языке зачастую заслуга редактора-переводчика. И если при переводе, допустим, фильма есть зазор в несколько дней, то в новостях люфт максимум в полчаса. Знакомьтесь, редактор-переводчик новостей Диляра Суфьянова. В 1999 году окончила КФУ. Филолог, педагог. Уже 5,5 лет она выполняет важную работу. Проверяет тексты на крымско-татарском. Переводит и следит. Богатый и звучный язык не должен быть калькой. Милет для меня – это в первую очередь родной язык. Ну и моя семья. Узнаю новость первой в момент ее написания, так скажем. Самое трудное – это, наверное, оперативность, потому что все надо делать очень быстро, ждут всегда журналисты. От твоей скорости зависит работа твоих коллег. Работа с текстом – полдела. Дальше проверка. Ударение, паузы, верная и выдержанная интонация. Тем, кто только начинает озвучивать тексты, нужно запастись старанием и терпением. Фильтр не пропускает ошибок. Егрым ялдан берлич алышам. Егорам. Эфирное время Хаберлер больше 20 минут. В среднем это 7-8 сюжетов. В каждом примерно 40 предложений. Подводить статистику можно долго. Итог один. За 8-часовой рабочий день сложно управиться. Переводы текстов в экране монитора, телефона, по пути домой, дома, обыденность. Алло. Алейкум селям. Да, конечно. Все, перевожу. Незнакомое слово в помощь словари. Они всегда под рукой. И так изо дня в день. За всей рабочей суетой незаметно подбирается отпуск. В семье Суфьяновых традиция – проводить его, путешествуя по миру. Турция, Чехия, Польша, Германия – таким намагниченным холодильником может похвастаться не всякий путешественник. С каждого города стараемся, конечно, привезти магнитики. Вот, были в Пизе, Пизанская башня, в Милане, в Риме, в Италии были, в Флоренции, в Венеции, мне очень понравилась Венеция. Успеть везде. Уделить время родным, хобби и работе. Но не все может быть так гладко. В этой рубрике мы приоткрываем завесу телевизионных тайн. А значит, инсайды есть. Люди, работающие за кадром, не привыкли давать интервью. Я тебе скажу, Эдема, спросите, а ты скажешь, давайте Анашку, давай, ну... Возле холодильника меня еще никто не писал. Ну и вообще никто не писал. Зачем это надо? Это все будет, да? Поехали. Еще раз. Блин, как это все сложно. Были в некоторых еще... Подожди. Легче вот именно что переводить. Веселая, дружная и продуктивная семья Милет. Еще несколько десятков лет назад трудно было представить, что крымские татары работают на своем телеканале. Вещают на родном языке, приобщают других изучать его, и все это на родине. Каждый шаг Милет учен.